вчера одна корова родила, вот, дала двойняшек. И мы все были рады, сотрудники, жители очень были рады. Даже мы, фермеры, были рады. Да, Надя? Это первая в Кыргызстане социальная деревня. Мы являемся неправительственной, благотворительной, некоммерческой организацией. Миссией нашей является возвращение к полноценной человеческой жизни людей с инвалидностью. Мы, в отличие от государственных организаций, этих учреждений, наших жителей прописываем. В наших домах они прописаны. Это их дома, получается. Ичкилерди жасайбыз. Муну панолорду жазып атабыз жакындан бери. Дагы алдыда толтура эмелерибиз. Пландарыбыз абдан көп. Мериностор келди деп сүйүнүп атабыз. Адыл осуна гүлдөрдү жасадым, кандай сон, нежный сон. Ушу кол менен акырын метип атып эле, соңку буйтуп коет ушуна. Ошо жителдерибиз эме жасады, мына жайлоону аябай сүйүнүп, ат болду, тоо болду, юрта болду деп анан бүгүн ошо анча мынча эмеси калды. Юртанын жасалмалары, аттын көздөрүн азыр Максим кылып атат, ошо Максим жасайт азыр. Я здесь живу в мраке. Вот вы сейчас что делаете? Вот. Делаю вот. А мастера приезжают в 8:30 и до 5:30 здесь работает. 6-часовой рабочий день у жителей с понедельника по пятницу, а мастера 8 часов работают. Мы вот в данный момент плетем корзинки, все натуральное, бумага, вот краски, это все из коры разных сортов дерева, дуб, там мока, липа, лиственница. Вот, это все красится. Вот в данный момент девочки, они их покрасили. Там находим своих потенциальных покупателей. Бывают даже повторные заказы у нас. Сейчас вот у нас тоже заказы по чуть-чуть. Вот такие конфетницы, вот такие большие тарелочки. Наша работа, я думаю, ценится вдвойне, потому что это делают наши жители с ограниченными возможностями. Вот Аяночка, у нее одна рука, и она вот себя нашла, вот она трубочки перебирает. Ну, то есть у нас тут жители без дела не сидят, у каждого свой процесс, какой-то этап свой они делают. Да, мне здесь очень нравится. Я очень привыкла сюда. И как бы я ценю, как бы, что я здесь живу, работаю. Вот войлоку научилась работать войлок. От и до, могу от и до. Войлоку плести, как бы покрывать лаком, краской. И могу и на кухне, и по домашнему делу тоже все могу.
Мгм. И хотят любить. Я вот учусь с мастером. Мастер показывает, я делаю, стараюсь, что там людям покупали. У наших жителей и работников моей мастерской очень хорошо получается работать с деревом, именно чтобы подготавливать его к продаже, чтобы дерево было гладким, приятным на ощупь. И им самим тоже нравится этот процесс работы, и они очень увлекаются, например, Ваня, вот, он очень любит чистить и работать, именно чистить дерево. Нас зовут Ваня, 24 мне, живу в Мураке, помогает доски от дерева, вместе им. Потом идем на базар. Эта работа меня зацепила тем, что я постоянно в окружении искренних людей. Меня постоянно окружают такие искренние, открытые, добрые люди. Если даже ты споткнешься, они придут к тебе и спросят, как у тебя дела. Ключика ветер это можно. Ключ может ветер это. И общий тем все. Общий тем помогает лицам. Здесь вот в Мураке живут в 2 домах более тяжелые ребята, которые самостоятельно не могут готовить, убирать. Они все это делают с нашими домохозяйками вместе, и их сутки сопровождают, в отличие от 3-го дома. В 3-м доме в отдельно проживающей группе социальный работник, это соцпедагог и мастер работает только в дневное время, в ночное время сами остаются. Меня зовут Аман, я фермер. Меня зовут Алмаз, тоже фермер. Мы кормим их, потом доим, Ухаживаем. уборку сарая делаем. Вначале она корова родила, вот, дала двойняшек. И мы все были рады, сотрудники, жители очень были рады. Даже мы, фермеры, были рады. Мне здесь очень нравится, мне понравилась эта работа. Я почему выбрал эту работу, я давно это мечтал. И когда я сюда поступил, я сразу начал в сарае работать. И мне эта очень работа нравится. За коровами ухаживать, за телятами. И вот я дою их, вместе кормим. Мы являемся неправительственной организацией, поэтому от государства напрямую мы не финансируемся. Наши жители по инвалидности имеют свои пособия, а остальные средства мы находим с продажи наших изделий, с наших разных мастерских, собираем пожертвования, а также гранты ищем. Вот так мы пока что живем. Потом лоббировать интересы людей с инвалидностью. В нашей стране около 200 тысяч людей с инвалидностью, и из них около
40 тысяч детей с инвалидностью, которые не имеют доступа к образованию, к труду. В государстве у нас до сих пор медицинская модель подхода к людям с инвалидностью. Они получатели услуг, или как благотворительная модель. Они довольствуются только получением гумпомощи и сидят на пособии дома. А мы стараемся, чтобы распространить свой опыт, сопровождаемое проживание по всему Кыргызстану.